Запретить разведение свиней в личных подсобных хозяйствах и незаконных фермах, где не соблюдаются ветеринарные правила. С такой инициативой выступил Мясной союз Республики Башкортостан. Обсудим предложение прямо сейчас вместе с гостем, с председателем Мясного союза Республики Виктором Фрейдиным. Виктор Борисович, здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что вы пришли к нам на программу. Расскажите, пожалуйста, в чем суть инициативы, ведь она наделала очень много шума. Да, мы, с одной стороны, удивились, что такая большая реакция. Спасибо всем, кто проявил эту реакцию. На самом деле мы не предлагали ничего запретить. В ходе Государственного собрания был поставлен вопрос, он касался ситуации на рынке мяса в целом. И в ходе ответа на вопрос было сказано, что мы считаем, и это соответствует законодательству, что те предприятия, которые не соблюдают ветеринарные правила, они в соответствии с законодательством на самом деле не должны работать. Но даже те, кто соблюдает ветеринарные правила, мы предложили стимулировать переход на альтернативные виды животноводства. Что это означает? Это означает, что если мы понимаем, что разведение свиней это очень сложно с точки зрения соблюдения ветеринарных правил, я готов об этом отдельно сказать. И вот если кто-то хочет перейти на альтернативный вид животноводства, то на законодательном уровне можно создать программу, стимулирующую на переход. В частности, в некоторых регионах Российской Федерации такие программы действуют, это не новшество. Она сводится к тому, что участника, который имеет 2-3, допустим, свинки, и он хочет перейти на, допустим, выращивание бычков, выкупают вот этих свинок по цене даже выше рыночной, но один раз, подписывается договор, что он второй раз этих свинок не заводит, чтобы повторно не продавать, и ему еще дополнительно субсидируют приобретение, допустим, молочной коровы или бычков для разведения. Вот это есть государственная программа, стимулирующая переход на альтернативные виды животноводства, КРС, птицы и так далее. Вот об этом и было сказано. Также вы говорили о том, что есть незаконные фермы, где не соблюдаются мало того, что ветеринарные требования, но и о них еще и неизвестно. О каком количестве в республике может идти речь, да, и как исправить можно ситуацию, на ваш взгляд? Я не скажу количество, скажу однозначно, что они есть, и это огромная проблема. Суть сводится к следующей. Вот по той реакции, которую мы получили на наш отзыв, очень часто звучала такая ситуация. Не надо мешать людям выращивать в личном подсобном хозяйстве 1-2 свинки для себя или на продаже на рынке. Дайте людям возможность получить денежные средства. Прекрасно, мы полностью за. И более того, готовы помогать этим людям. Но давайте отделим вот эту честную семью, которая выращивает 1-2 свинки, от незаконного предпринимателя, который на расстоянии нескольких, допустим, десятков метров или сотен от деревни, в старой заброшенной ферме, без никакого ветеринарного сопровождения, заводит 20, 30, 50, а в отдельных случаях и 100 голов свиней. И возникает вопрос, а чем он их кормит? Ответ простой, и это не секрет. На распределительных центрах, в магазинах отходы забирают пищевые, со столовых пищевые отходы собирают. И вот это все везут на эту ферму и кормят животным без термической обработки, потому что там даже нормального электричества нет, тем более газа, чтобы варить. А вот именно ветеринарные правила, они требуют, которые закон предписал, что нужно не менее 30 минут варить. Даже если пищевые отходы вы используете. Что происходит дальше? Этот незаконный предприниматель кормит неизвестно чем, и потом привозит на рынок и продает эту свинку, как будто бы выращенной в идеальных условиях. На самом деле он не только кормит плохо, там нет ветеринарного сопровождения, она нигде не зарегистрирована. Вот вся беда именно в этом. И вот именно на такой ферме, назовем ее в кавычках, и произошла 21 января вспышка ЧС. Это было село Кармаскалы Стерлитамакского района, в которой на незаконной, нигде не зарегистрированной ферме, где животные не были учтены, произошла вспышка африканской чумы свиней. Теперь, и мы должны отделить защиту интересов вот этого квази-предпринимателя личных от защиты публичных интересов всех, кто живет вокруг. Смотрите, что произошло. В радиусе 5-10 километров полностью
изъяли и уничтожили всех свиней у всех частников, которые держали их абсолютно честно. Они потеряли. Государство понесло затраты на последующую компенсацию этим людям вот этого изъятых животных. Их надо будет бескровно уничтожить и сжечь. Это колоссальные затраты. В радиусе 30 километров установлены буферные зоны. Это при условии, что вспышка дальше не будет распространяться. На какой период? Примерно полгода будет вестись наблюдение. Но это длительно. Длительно. Это устанавливается, есть специальный указ главы республики, который установил вот этот карантин. Но если это будет массовый характер, вторая, третья вспышка, то может, а рядом еще окажется крупная ферма, где честный предприниматель содержит законных, допустим, 1000 голов. У него всю 1000 голов изымут и уничтожат. И вот это есть нанесение ущерба. Мы должны четко понимать, что защита личных интересов, которые мы полностью поддерживаем, не должны вступать в конфликт с публичными и общественными интересами. Проблема понятна, Виктор Борисович, что делать? Нужно четко понять, что все незаконные, содержащиеся незаконные животные должны быть, эти фермы должны быть закрыты, а люди, которые это делают, должны быть подвергнуты административному или уголовному наказанию. В частности, это не секрет, Уголовный кодекс, статья 249, нарушение ветеринарных правил, о которых мы говорим, до 2 лет лишения свободы, и то, если не возникло проблем плюс компенсации убытков в гражданском иске. Когда происходят вспышки АЧС, когда принимаются такие жесткие меры ветеринарного контроля, да, впоследствии уже, когда выявлено... Это уже реагирование. Это уже реагирование. Да. Как это все влияет на рынок, на стоимость мяса, свинины, если мы говорим об этом, на да, все и мясо на влияет. Производителей непосредственно? Производители несут убытки. Они не могут продавать, потому что целые территории, сегодня 3 района, завтра это может быть вся республика, в зависимости от регионализации, закрыта на продажу. Десятки и сотни фермеров честных, которые планировали продавать мясо, покупать что-то, завозить племенное поголовье, продавать племенное поголовье. Корма, все останавливается, ничего нельзя перемещать в этой территории. Люди испытывают колоссальные проблемы и несут убытки. Скажите, пожалуйста, а доля свинины в производстве мяса в целом в республике, насколько она высока? Ну, она и в производстве, я сейчас тут цифры точно не скажу. Хотя бы порядок цифр. Примерно 30% свинина, в целом 40% птица, это уже 70%, оставшиеся 30% это говядина, это может быть это может быть баранина, еще что-то. Я могу чуть-чуть ошибаться, вот порядок цифр такие, они вот так примерно выглядит ситуация. Виктор Борисович, что вы можете сказать, что в целом происходит на рынке производства мяса в Башкортостане, да, помимо озабоченности вот вспышками АЧС и последствиями, что еще волнует сегодня вот тех, кто входит в Мясной союз республики? Смотрите, мы союз производителей и переработчиков. Наша цель – поддерживать и тех, и других. У нас активно развивается в Башкирии и мясное скотоводство. У нас есть уникальная программа развития мясного скотоводства, которая позволяет в том числе и частным лицам, и фермерам заниматься разведением мясного скотоводства. Это вот альтернативный вид. Мы поддерживаем птицеводство, но особо активно развивается молочное животноводство. И как шлейф, бычки молочные также идут на откорм. У нас, что касается свиноводства, оно тоже развивается. К сожалению, оно концентрировано, монополизировано. Не то, что монополист, который негативно. Это произошла консолидация отрасли. И молочное животноводство в стране постепенно консолидируется, и свиноводство и птицеводство тем более в стране консолидировано. В этом нет ничего плохого. И я, кстати, вот сразу отвечу на тот вопрос, который очень часто был в комментариях, вот, которые были. Люди как-то считают внутренне, что вот те фермы, крупные достаточно, которые выращивают молоко, которые занимаются выращиванием свинины или мяса, они, мол, кормят неизвестно чем. Неправда. Кормят они абсолютно известно чем. У них нет никакого другого выхода, как кормить правильно, потому что, они жестким контролем обременены, просто жесточайшим. Второе, у них выращивается ячмень, пшеница, кукуруза на корм, они выращивают сочные и грубые корма, они заготавливают сегодня на следующий, летом на целый год следующий корма с запасом. И вот в таких хозяйствах животные потребляют
абсолютно хорошие, качественные корма. И те, кто не может это обеспечить, они просто уходят с рынка. Это вот, чтобы было понятно, это как вот идея там, допустим, вот заправить автомобиль. Если у вас есть машина, вам на порядок проще заехать на хорошую заправку и заправиться, потому что они везде стоят. А придумывать что-то вы сами бензин готовить не будете. И также точно все хорошие хозяйства используют правильные, качественные корма, которые выращиваются в установленном порядке. Как вы оцениваете перспективы развития дальнейшее? Я считаю, что у нас достаточно мощно организована инвестиционная поддержка инвестиционных проектов. Я вижу, как люди входят в такие проекты. У нас конкуренция сегодня за землю, конкуренция за инвестиции на инвестиционных проектах. Да, порядок войти дорого, но это для крупных. Для небольших проектов, вот можно зайти на сайт Минсельхоза, поддерживаются доходогенерирующие проекты, поддерживаются фермерские хозяйства, гранты. И поверьте, все достаточно прозрачно. Конкурсы проходят публично, все транслируется в онлайне. Каждый человек может подать заявку и попытаться получить грант. Вот это абсолютно точно. Спасибо вам большое за ваше экспертное мнение, Виктор Борисович. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики был председатель Мясного союза Башкортостана Виктор Фрейдин, и мы обсуждали актуальные темы в отрасли. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами. Спасибо.